Это же. Браво! Нет, это не Чехов на коме. Так перед репетицией озорничают актеры. Одна из молодых артисток театра драм Алена Доронина для зрителей, скорее всего, станет открытием. Нина Заречная в «Чайке» Антона Чехова – первая большая роль девушки. Полетная и вкусная, и даже хулиганка. Так характеризуют ее коллеги по сцене. Как я представляла себе, когда читала до начала репетиции, что она вся такая воздушная, такая приходит, ой, ну, красавица, все такое. И тут как бы режиссер говорит: нет, дорогая моя, это не такая. Твоя Нина немножко с изюминкой, со своей, там, с таракашками в голове. На сцене зажгутся еще несколько звездочек. Их сотрудники театра, можно сказать, пестовали с 13 лет в колледже искусств. Но раскрылись они именно в чеховской «Чайке». Известное произведение московский режиссер Елена Оленина преподнесла с новой для наших артистов стороны. Аркадина неожиданная, Треплев неожиданный. И все герои не стереотипные, говорят актеры. Режиссер считает, что Чехова нужно просто суметь разгадать. Она эту пьесу знала наизусть уже в 7 лет. Я театральный ребенок, я росла за кулисами, у меня мама актриса, и я помню, когда она репетировала Нину Заречную еще в 80-х годах, я помню этот процесс, я «Чайку» в 7 лет наизусть знала, и знала вплоть до ремарок всех, потому что я проверяла у нее роль иногда, за что была бита одноклассниками, потому что меня никто не поддерживал, не понимал, зачем вообще надо Чехова любить, я и рассказы его любила, и все, поэтому Чехов – это мое лично все. Но режиссерский путь Олениной к «Чайке» был долгим. Ей казалось, что круче поставить этот спектакль уже невозможно, пока один из чеховедов не сказал: «По-моему, вы доросли». Осталось только найти театр и актеров, которые смогли бы дышать с ней синхронно и бежать в процессе. И она нашла в театре имени Савина. Примечательно, что у «Чайки» будет 2 состава, и по природе они совершенно разные. Но от этого смысл Чехова не теряется. Владимир Калигаев, например, свою роль Треплева таки изучает по 2 составу. Думаю о мизансценах, думаю, что здесь Треплев говорит, о чем он тут говорит, что он тут может делать, какое у него физическое действие и тому подобное. Но когда я сижу в зале и смотрю, как работает Лев, я просто понимаю, что вот он здесь говорит об этом. Все, теперь я понял. Чехов сохранен полностью, до последней ремарки, уверяет Елена Оленина. Но вот в остальном хотелось ей необычного решения. Например, декорации вызывают некоторое смятение. По всей сцене игровые бочонки, несмотря на то, что действие идет на летней даче. Даже костюмы героев тоже не совсем чеховские. Вот эти игровые моменты с лото, игральные карты, но мы вышли, так сказать, на больший объем, и мы сделали просто ламберный стол, на котором, собственно, происходит вся игра. И люди у нас, как фишки, и бочонки, и пешки, и метки вот эти красные. Да, то есть и режиссер, как кукловод, собственно, или какие-то там высшие силы. Чехов. Да, Чехов. Да, никуда без него. Вот они, собственно, и ведут партию, делают. «Скоро «Чайка» нашего драматического поедет на театральный фестиваль в Липецк», заявила режиссер. Он посвящен памяти ее мастера, народного артиста России Владимира Пахомова. По словам Елены Олениной, это символично, ведь именно с «Чайки» когда-то началась новая история Липецкого театра и, возможно, театра имени Савина. Эта пьеса тоже подвигнет на новые свершения. Премьера спектакля в Сыктывкаре уже 22 сентября. Елена Кононова, Алексей Паршаков, телеканал «Юрган».